Эфир телеканала «Россия-24» продолжает информационно-аналитический блок. В студии Оксана Елоева. Здравствуйте. 2021 объявлен в России годом науки и технологий. Сегодня перед учеными стоят сверхважные задачи в различных сферах научной деятельности. От биотехнологий до гуманитарных вопросов. Приоритетных направлений множество. Владикавказский научный центр, как одно из важных подразделений Российской академии наук, объединяет научно-исследовательские институты республики. О работе каждого из подразделений, а также о развитии и перспективах астинской науки мы поговорим с директором Владикавказского научного центра Российской академии наук Алексеем Чубировым. Алексей Людвигович, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, что пришли к нам в студию. Наш разговор, вот как раз повестка дня, 2021 год науки и технологий. Пожалуйста, какие задачи вы ставите перед Владикавказским научным центром и чего собираетесь достичь в этом году непосредственно? Перед российской наукой стоят серьезные задачи, которые мы собираемся реализовывать. Мы сосредоточены. Из того, что мы ожидаем в этом году, у нас самая главная задача – это закончить год, как и прежний год, с высокими показателями научной эффективности. Более того, в наших планах есть реконструкция комплекса зданий Владикавказского научного центра в селе Михайловском, в поселке Михайловском, куда мы собираемся перебираться. После этого есть у нас еще в задачах открытие двух лабораторий. Лаборатории клеточных технологий, ПЦР-лаборатории. И дальше уже мы будем работать по тем направлениям, которые ставят перед нами министерство и, конечно же, общество. А вот как вот в вашем, так скажем, 5 различных научных организаций подведомственные, как координировать работу, потому что объем и направления совершенно различные, как направлять их, какие задачи приоритетные стоят перед организациями? Самая главная задача, которая стоит передо мной, как перед директором Владикавказского научного центра, это организовать правильно работу. Был такой известный академик Капица, который говорил, что профессионалам не надо мешать работать. Поэтому если все будет сводиться к тому, чтобы каждый институт, каждый филиал, который находится в подведомстве Владикавказского научного центра, выполнял свои задачи, это более чем удобная и успешная для нас будет задача решена. Что такое, о чем мы с вами говорили? То есть, о том, что у вас подведомственно сразу 5 организаций, и, наверное, самое интересное и самое важное направление, которое есть, это у нас, они определяют и сельское хозяйство, определяют уже и биомедицинские исследования, математика, наш известный институт СОИКСИ. Ну, в общем, работа у нас двигается. Ну, вы сказали, что у вас такой был плодотворный предыдущий год, он был тяжелый, как вы в условиях пандемии для всех непростой справлялись, плюс, наверное, прошлый год обозначил направление именно вот такой вот борьбы в сфере биотехнологий, вирус, наверное, вот больше туда как-то силы должны направить. Есть такое дело, но перед нами ставит задачи министерства, определяя нам государственные задания. В чем заключается эффективность работы наших филиалов, подведомственных нам филиалов, это прежде всего конкурентоспособность. Способны ли мы быть конкурентными в той области, которой занимается тот или иной филиал. Естественно, конкурентоспособность складывается из двух, так сказать, вопросов. Это первый вопрос, это эффективность наших фундаментальных исследований. То есть насколько востребованы наши статьи, монографии на тех или иных российских международных площадках, то есть в тех или иных рейтинговых индексах цитирования и все тому подобное. И второй вопрос, это вопрос эффективности наших как можно быть эффективным, когда людей отправляют на удаленку? Это очень сложный вопрос. Мы стараемся выходить из этой ситуации. Естественно, те ограничения, которые вводятся в республике, 65+, включающие в себя возрастные, да, тем более они вот нам создают... там очень много сотрудников, которые были на удаленном. Если мы говорим об этом институте, то как продуктивно работать в таких условиях? Да, они нам создают эти ограничения, конечно, определенные трудности создают, но, к счастью, есть современные средства коммуникации, которые мы успешно внедряем. Мы даже посредством этих
средств коммуникации проводили и принимали участие в международных научных конференциях. Скажем, летом прошлого года у нас был очень хороший проект, запущенный Болонским университетом. Это было очень интересное мероприятие. Было также мероприятие, которое организовало Министерство сельского хозяйства по сельскохозяйственному направлению. То есть, с одной стороны, эти ограничения, они нас как бы сковывают, с другой стороны, они позволяют нам выходить из ситуации самыми разными методами, используя современные средства коммуникации. Ну вот вы сами сказали, что есть какие-то у вас фундаментальные работы в каждом из вот этих подразделений, а наука, она же должна совершить какие-то открытия, ученые должны. Вот чем можете похвастаться за последние, ну, пусть будет даже пару лет? Априори предполагается, что любая научная статья или монография, она считается уже каким-то небольшим открытием. То есть это что-то новое, которое ты привносишь в науку в той или иной области, смотря каким направлением ты занимаешься. Давайте вот конкретнее, в какой той или иной области у нас были вот такие открытия, чтобы мы называли эти области, чтобы зритель Давайте слышал. я более предметно скажу, что Да, согласно государственному заданию, которое отпущено нам Министерством науки и высшего образования, мы должны были выпустить в свет, скажем так, издать 365 научных статей и монографий. То есть все это было воспринято министерством, и самое подтверждение значимости этих исследований говорит о том, что министерство приняло наши планы, и мы можем говорить о том, что есть открытие очень хорошего уровня, как, скажем так, российского, так и международного. А если конкретнее, что именно? Конкретнее? Да. Мы можем говорить о научной школе, например. У нас очень, давайте предметно я скажу, мы можем говорить о научной школе, скажем, профессора Анатолия Георгиевича Кусраева. Это доктор физико-математических наук, который действительно обладает определенным статусом в области математических наук. Да, мы можем переключать. Ага, хорошо, хорошо. Ну, давайте тогда немножко остановимся на СОЭКСе. Как раз институт отметил юбилей. В прошлом году, 15 декабря, исполнилось 120 лет со дня рождения Василия Ивановича Абаева. Это тоже знаменательная такая дата. И я знаю, что вы готовите книгу к выходу. Это переписка Василия Ивановича Абаева и Жоржа Дюмизиля. Мне бы хотелось услышать ваши какие-то впечатления, как ученого, который читает вот этот такой эпистолярный труд. И скажите, когда книга выйдет? Я очень надеюсь, что книга выйдет в ближайшее время. Был такой известный философ Бернар Шарский, который говорил о том, что мы подобны карликам, которые стоят на плечах великанов. И мы видим далеко не потому, что мы такие остроглазые, а потому что эти люди своим величием подняли нас на определенную высоту. Мы привыкли видеть Василия Ивановича Абаева и Жоржа Дюмизиля как портреты на стене, не различая за этим личности, не различая за этим какие-то характерные моменты, которые есть у них. И вот эти письма, они позволяют проследить за ними во всех ракурсах, которые... Да, проследить те вопросы, которые, скажем так, они отрабатывали и изучали. Там есть очень много таких очень личных моментов тоже. Личные моменты заключаются в том, например, Жорж Дюмизиль начинает сетовать о своем здоровье, например. И Василий Иванович также поддерживает его в каких-то моментах, или о здоровье своей жены. Но очень интересный момент, они совершенно по-другому раскрываются перед нами, они раскрываются перед нами как люди. Ну, это здорово. Да, со всеми характерными слабостями, которые есть у них. Да. Как и всем людям, которые присущи, безусловно. Но вот вы назвали их такими гигантами, а как нам, карликам, которые идут по их следам, так скажем, не провалиться в них? Есть ли у нас молодое поколение ученых, которые не понижают, так скажем, эту планку и продолжают заниматься исследованием остинского языка и иронистики в целом? У нас есть, самое главное, что у нас есть ориентиры. Проблема, в которую я вижу как директор Владикавказского научного центра, заключается в том, что мы должны максимально привлечь молодежь к науке. Если мы этого не сделаем, нас ожидает очень большой провал, именно кадровый провал. Мы очень любим говорить о скифах, сарматах, аланах и все тому подобное, но если
смотреться в проблематику и определить, сколько человек, скажем так, занимается вот этой проблемой, вы будете удивлены, но это очень маленький круг. Уйдет поколение, и нам некому будет, так сказать, передавать вот эти знания. Это все надо будет начинать с нуля. Поэтому очень важное значение для нас имеет привлечение молодежи в науку. У нас есть две молодежные лаборатории. Одна связана с сельскохозяйственным направлением, другая связана с социологией и политологией. И там в этих молодежных лабораториях занимаются очень интересные, очень хорошие молодые ребята, которые связали свою жизнь с наукой и которые выбрали то направление, которым они непосредственно занимаются. Ну вот как вот в современных реалиях вот молодой человек, который хочет заниматься наукой, к примеру, хватает ли ему, может быть, какого-то финансового достатка, чтобы посвящать себя исключительно научной деятельности, не отвлекаясь на какие-то другие моменты, ведь нужно же как-то и себя прокормить, и семью прокормить. Конечно. Мне кажется, это вот такой очень важный фактор, который останавливает, может быть, некоторых ученых молодых. Конечно же нет, и поэтому мы стараемся создавать им все условия для того, чтобы они забыли о каких-то, максимально абстрагировались от социальных каких-то вопросов и начали уделять внимание науке. Мы стараемся поощрять их грантами, есть такая программа, которая называется «Жилье», которая позволяет обеспечивать молодых ученых, в том числе и жильем. И в любом случае это работа, которую надо делать, и несмотря на те трудности, которые стоят перед современной наукой. Надо делать так, создавать условия для молодежи, чтобы они... А что можете сказать условно о качестве этих студентов, этих молодых ученых? Они способны составить конкуренцию на каком-то, может быть, международном уровне? Конечно же, конечно. Вот у нас... Есть ли у них какие-то, может быть, свежие идеи? Все зависит прежде всего от желания молодого человека заниматься тем или иным направлением науки, и все зависит, конечно же, от технической базы. Если у нас есть соответствующая техническая база, то у нас есть условия для того, чтобы человек, который хочет заниматься фундаментальной наукой, мог развиваться и мог идти вперед. Поэтому мы стараемся обогащать нашу техническую базу полностью, переоснащать ее, то, что касается наших филиалов Геофизического института, Ну вот я вот, кстати, в Геофизическом была институте не раз, и там у них такое скромное помещение. Помещение скромное. И так мало именно вот молодых таких вот лиц, которые хотят заниматься, за исключением Дмитрия Мелькова, с которым я дружу, и который просто очень замечательный, талантливый молодой ученый. Помещение скромное, но потенциал у сотрудников очень высокий, потому что они занимаются теми вопросами, которыми практически на Северном Кавказе никто не занимается. Они отслеживают сейсмическую безопасность, все это вы знаете уже, да. И туда надо вкладываться, тем более техническая база постоянно совершенствуется, и на старой допотопной аппаратуре современные результаты очень сложно будет делать. И, естественно, мы стараемся уделять внимание этому. Ну, мне кажется, это вот одно из таких приоритетных направлений, учитывая сход ледника Колка. Это же все вот, условно их работа, они за этим следят, и когда эта материальная база, так скажем, появится? Она есть, она есть. Они... Директор Геофизического института Владислав Борисович Залишвили уделяет этому вопросу очень большое внимание, и мы стараемся моментально реагировать на все заявления. А молодежь идет туда, вот студенты? Конечно, конечно. То есть там кадрового вопроса не стоит? Кадровый вопрос стоит везде. Преемственность есть, преемственность необходима во всех филиалах, и мы должны... По большому счету, одна из самых важных задач еще заключается в том, чтобы отбирать людей для того, чтобы молодые люди шли в науку и оставались в ней самые нужные и самые востребованные, те, которые связывают свою жизнь с наукой. Ну, расскажите, пожалуйста, еще какие гранты будут действовать в этом году, может, какие-то программы для молодежи, для студентов, которые хотят. Будете ли вы взаимодействовать с теми же кванториумами, которые открылись, школа космонавтики? В этом году в прошлом году, вернее, у нас было 29 аспирантов по самым различным направлениям. Это по науке о Земле, по математике и по всем остальным направлениям тоже. Так что мы максимально будем реализовывать эти вопросы. С кванториумом мы, конечно, сотрудничаем и будем сотрудничать дальше.
Хорошо. К юбилею Василия Ивановича Абаева была создана специальная комиссия. Вот расскажите об этой комиссии, какие задачи она преследует и что в этом году будет происходить, посвященного юбилею Василия Ивановича. К сожалению, ситуация с пандемией, она помешала нам реализации в основных проектах. Эту комиссию возглавляет вице-премьер нашего правительства Ирина Султановна Азимова. И там были разработаны ряд вопросов, которые должны были быть реализованы в прошлом году. Но, к сожалению, ситуация с пандемией очень нам помешала. Мы рассчитывали провести большую международную научно-практическую конференцию, посвященную памяти Василия Ивановича Абаева. То, что касается Владикавказского научного центра, нам было поручено отработать ряд вопросов, над которыми мы работаем. Это выпуск юбилейного тома журнала «Нартамонга», который я сегодня принес, и я, конечно же, вам его презентую. Спасибо. В этом году мы его реализовали. Это издание 4-томника избранных трудов Василия Ивановича Абаева. И, помимо прочего, предполагалось еще открытие памятника Василию Ивановичу Абаеву. К сожалению, во Владикавказе нету памятника Васу Абаеву, но в прошлом году, вернее, уже определились с местом, там, куда его будут ставить. В общем, проекты, которые были, большая часть из них была реализована. То есть проекты, которые намечались до реализации, большая часть была реализована, остальные плавно перешли на текущий год. В частности, в этом году выйдет 4-томник. Прелесть всего заключается... Его еще переводят на английский язык? Нет. На английский язык перевели остинский... Словарь. Который, этимологический словарь остинского языка. Это очень замечательный проект, потому что наши иностранные коллеги, с которыми мы работаем, зарубежные коллеги, они всегда говорят о том, что имя Василия Ивановича Абаева мало известно, к сожалению, на Западе, потому что все его работы в основном были написаны на русском языке. Для того, чтобы мы пропагандировали, рекламировали, поднимали еще выше имя Василия Ивановича Абаева, нам надо вплотную заняться переводом его работ на иностранные языки, в частности, на английский язык. А может быть, какое-то сотрудничество с иностранными учеными? Вот вы говорили, что с университетом, одним из старейших университетов Европы. Болонский университет. В Италии. Может быть, еще какие-то другие коллаборации? Есть масса возможностей у нас для сотрудничества, и та площадка, которая из себя представляет международный научный журнал «Нартамонга», нам позволяет это сделать. Проект «Нартамонга» нами был реанимирован несколько лет назад, и за это время мы уже выпустили 4-й том под моим редакторством. И здесь собрался очень интересный международный научный совет, который включает в себя, например, Аскольда Игоревича Иванчика, это академик Российской академии наук, Александра Лубоцкого, он профессор Лейстенского университета, Хабиба Борджиана, Жоэля Грисвара. Есть группа итальянских ученых, включая в себя Антонио Панаино, Паоло Анибене, французы во главе с Жоэлем Грисваром, известным ученым, такой учеником. Вот прям география у вас такая. Да, Жоржа де Мюзиля. Последняя реакция на журнал, реакция на последний том журнала Жоэля Грисвара была такая, что он поблагодарил меня за том и сказал, что в следующей жизни он обязательно выучит русский язык для того, чтобы читать «Нартамонг». Я сказал, что ему надо будет еще к этому выучить еще остинский язык, потому что мы планируем печатать статьи на остинском языке. Алексей Людвигович, очень коротко, пожалуйста, вот мы говорим об остинском языке, о важности того, чтобы ученые продолжали труды Василия Ивановича Абаева. Как сохранить, ваше такое частное мнение, как ученого, как сохранить остинский язык, потому что проблема стоит достаточно остро и обсуждается уже много лет. Я скажу свое частное мнение, на остинском языке надо разговаривать. Надо читать на остинском языке, и надо сделать так, чтобы остинский язык был востребован везде. В обществе, я не знаю, на телевидении. И это все, что надо сделать для этого. Он должен быть рабочим. Язык, которым ты не пользуешься, он в конце концов отмирает. Есть несколько проектов, очень интересных проектов в рамках СОИКСИ, и эти проекты нами, конечно же, поддерживаются. Хорошо. И коротко, пожалуйста, о каких-то таких приоритетных моментах этого года.
Приоритетные моменты этого года я озвучил, наверное, в самом начале своего выступления. Это самое главное для нас — завершить реконструкцию. И переехать в Да, и Михайловск. переехать, да. И самое главное, еще два момента, которые есть. Открытие вот этих двух лабораторий. Не далее, как 25 числа к нам приедут специалисты, которые будут налаживать лабораторию микроклональных технологий. Да, и после этого мы полагаем, что мы запустим хорошую презентацию этой лаборатории. У нас есть уже заказы для наших медиков. Помимо этого, у нас намечается открытие ПЦР-лаборатории, которая тоже очень значима для нашей науки. Да, спасибо вам большое. У вас очень много дела. Я желаю вам успехов на вашем поприще. Спасибо за внимание. До встречи в эфире.